Это роскошный курорт Санива-Джани, один из самых эксклюзивных отелей на Мальдивских островах. В живописной голубой лагуне размером в 7000 олимпийских бассейнов расположились 24 роскошные виллы с панорамным видом на Индийский океан. Инновационная гастрономия, собственный спа-комплекс и уникальные спуски со второго этажа вилл прямо в море. Это настоящий курорт мечты, который регулярно посещают мировые знаменитости. Здесь отдыхали голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, британская поп-звезда Рита Ора, вокалист группы Coldplay Крис Мартин и вице-премьер Удмуртии по здравоохранению Эльвира Пинчук. Привет, это Иван Елисеев, и обычно на этом канале я рассказываю вам о жуликах во власти и их коррупционных схемах. Но сегодня я хочу добавить немного позитива и начать с истории успеха. Успеха обычной предпринимательницы Эльвиры, которая всего добилась сама. Увидел, захотел, прикоснулся, применил, сделал своим. Сегодня она может позволить себе буквально все. В эти новогодние каникулы, пока вы месили неубранный снег на улицах своего города, Эльвира с семьей отдыхала на великолепной вилле Санива-Джани. Почувствовать себя голливудской звездой в декорациях батончика Баунти – это очень недешево. Неделя на вилле с одной спальней и водной горкой обошлась бы вам в 4,5 миллиона рублей. Райское наслаждение по цене трехкомнатной квартиры доступно только избранным. Да, так, я молодец! А всего пару лет назад, в марте 2020-го, Эльвира не могла позволить себе такую роскошь. Тогда она тоже отдыхала на Мальдивах, но в отеле Paradise, который стоит в 10 раз дешевле. Большинство из нас и такому отдыху могут только позавидовать, но Эльвира никогда не сдавалась в своем стремлении к настоящей роскоши. Так что же она сделала, что ее благосостояние пошло вверх? Записалась на онлайн-марафон личностного роста? А может, открыла свой марафон и стала давать советы подписчикам за большие деньги? Ну и напоследок вам просто упражнение Дня миллионеров. Нужно вот так делать. Мозгополушарий. Эльвира поступила умнее. Зачем давать советы всем, если можно давать их одному человеку? И стала советником главы Удмуртии Александра Бричалова. В этот же год основанные ею бизнесы клиники Доктор Плюс и Доктор Плюс Болезино получили 24 миллиона рублей отчислений из фонда обязательного медицинского страхования, на 6 миллионов больше, чем годом ранее, а их прибыль скакнула на 46 миллионов рублей. А что, каждый из нас никогда не воровал? Например, время ближнего человека, чувство ближнего человека. Хейтеры в интернете всегда завидовали успеху Эльвиры. Писали про то, что клиники-предпринимательницы получают выплаты из фонда ОМС по повышенному коэффициенту, когда государственные больницы получали по пониженному. Обвиняли Эльвиру в мухляже с лицензиями и уходе от налогов с помощью серых зарплат. И строили домыслы, зачем Эльвире, чтобы обслуживать один бизнес, понадобился с десяток юридических лиц, половина из которых зачем-то сменили название и по-тихому закрылись в декабре 2021-го. Не для того ли, чтобы легализовывать и обналичивать деньги из фонда обязательного медицинского страхования. Но это все завистники. Зачем вообще им отвечать? Я, допустим, по крайней мере, что-то делаю, я работаю, я трансформируюсь, я свою аудиторию трансформирую. А что делаете вы? Дайте нам посмотреть, покажите нам, ё-моё, чего вы добились. Эльвира знала самый важный бизнес-секрет. Чтобы избежать неприятных вопросов от государства, сам стань государством. И с номинальной должности советника перешла в статус вице-премьера удмуртского правительства, передав свой основной бизнес в доверительное управление своему папе. И теперь, как настоящая успешная женщина, она не зарабатывает деньги, она их притягивает. За последние годы в Удмуртии на 30 тысяч сократили количество выездов скорой помощи, и неотложку приходится ждать часами. А у Доктор Плюс как раз есть платная скорая помощь. В онкологический диспансер вроде как закупили новый аппарат МРТ, но на МРТ-исследования многих пациентов все равно будут направлять в Доктор Плюс. Ну и самый ад. За 4 года в Удмуртии количество посещений поликлиник за счет государства сократили с 11 миллионов до 4, хотя никакой пандемии раньше не было. Куда будут совершены эти 7 миллионов визитов? Ну, конечно, в частные клиники, в том числе Доктор Плюс. Каждый раз, когда я соприкасаюсь с энергией денег, я прям чувствую себя потрясающе.
Ребята, снимайте кэш, кайфуйте от кэша. Это просто найс. И люди начали возмущаться. Теперь-то наша героиня не просто успешная бизнес-леди, но и чиновник. В здравоохранении республики разруха и денег ни на что не хватает. При этом сеть Эльвиры процветает, а она сама тратит миллионы рублей на очень дорогой отдых. И вот уже вместо рассказов о своем успехе Эльвира вынуждена оправдываться. Закрыла страницу дочки в Инстаграм, где были опубликованы фото с роскошного отдыха, а затем закрыла и свою. О своем богатстве говорит как-то стеснительно и зачем-то вспоминает про мужа-предпринимателя, хотя он открыл бизнес только 2 года назад. И по декларации Эльвиры, и по бухгалтерской отчетности его компании Доктор Плюс Мини видно, не зарабатывает он на роскошные Мальдивы. Мало того, что успешная, так еще и такая скромная. А люди у нас в Удмуртии злые, не верят в то, что можно самой на все заработать, и считают Эльвиру не предпринимателем, а не чистым на руку чиновником. Пришло время внести ясность и ответить на вопрос: так все-таки Эльвира Пинчук – это чиновник или предприниматель? А вот вам ответ. Когда нужно отвечать за отчисления из фонда ОМС клиникам Доктор Плюс и очередное сокращение расходов на государственные больницы, Эльвира Пинчук – чиновник, не имеющая к собственной сети частных клиник никакого отношения. А когда нужно оправдываться перед людьми за роскошный отдых на одном из самых дорогих курортов мира, Эльвира Пинчук – успешный предприниматель. И не дай вам Бог заглянуть в ее карман. Когда удобно чиновник, когда удобно предприниматель. В этом главный бизнес-секрет нашей героини. Как же все-таки здорово быть Эльвирой Пинчук. Что ж, инстаграмного позитива, думаю, на сегодня достаточно. Вернемся к суровой реальности. Суточный паёк ребенка-инвалида в Удмуртии 16 рублей. К детскому кардиологу в РКДЦ невозможно попасть. Очередь растянулась на полгода, и запись была приостановлена. В Сарапуле закрылась очередная государственная поликлиника. Медицинскую помощь по ОМС снова сократили. В 2022 году на 32 тысячи сокращены оплачиваемые посещения поликлиник, на 3 с лишним тысячи стоматологий. Диагностических исследований сделают на 96 тысяч меньше, чем в прошлом. Мы не стали платить меньше отчислений в фонд обязательного страхования, а медицинскую помощь за эти деньги у нас снова украли. А еще у нас украли бесплатные лекарства от ковида. Прошлой осенью мы получили множество обращений о том, что закупленные за счет бюджета медикаменты не дошли до людей. Минздрав в ответ на наше обращение ответил: все окей. А в этом году очухался даже провластный ОНФ и подтвердил: 2/3 опрошенных лекарств в глаза не видели. А ведь на них было потрачено почти 700 миллионов наших с вами рублей. Пришла 5-я волна пандемии, к которой удмуртское здравоохранение, по словам Пинчук, готовилось заранее. Мы видим как. На 38% сокращена помощь в инфекционных стационарах и на 6% тесты на ковид. В государственной больнице вы будете ждать результат минимум 5 дней. Государственные лаборатории и так-то не успевали, а теперь им еще надо делать бесплатные еженедельные ПЦР-тесты для чиновников. Приоритеты социального государства. Хотя лучше, наверное, сказать сословного государства. Кстати, о тестах на ковид. По словам Пинчук, за время пандемии в Удмуртии было сделано 2,3 миллиона. Если вычесть те, что были оплачены из ОМС, получится 1,5 миллиона платных тестов. Это значит, что частные клиники и лаборатории только на ПЦРах выручили больше 2 миллиардов рублей. Как вы думаете, будет ли Эльвира Пинчук, сидящая на золотой жиле, добиваться ускорения результатов тестов в гослабораториях? Первые же дни 5-й волны показали степень готовности здравоохранения во всей красе. Заболевшие провели по несколько часов в огромных очередях. Фраза «вызывайте врача» в посте Пинчук выглядит издевательской. В комментариях пишут, что сделать это невозможно. Из-за нехватки терапевтов людям предлагают приходить самим или ждать доктора несколько дней. Очередной коллапс пытаются объяснить заболеваемостью самих врачей, но из-за больничных мы потеряли чуть больше 1000 медицинских сотрудников, а из-за бричаловской оптимизации в несколько раз больше. На самом деле, врачи Удмуртии, которых заставляют работать в выходные, заслуживают только благодарности за их тяжелый труд. Они не виноваты, что жадные до ковидных выплат управленцы не организовали должным образом красные зоны и разделение потоков.
вынудив людей заражать друг друга в очередях. Скандал с издевательствами над детьми в детском отделении психоневрологического диспансера вышел на федеральный уровень. Каждый день мы получаем все новые, ужасающие свидетельства о нечеловеческих условиях содержания в нем. Минздрав в ответ на обвинения только отмахивается. Реальность удмуртского здравоохранения чудовищна. Но из инстаграма Эльвиры Пинчук и Александра Бричалова вы об этом не узнаете. Там об удмуртской медицине уже пишут как о мертвой. Либо хорошо, либо никак. Вот Пинчук пишет о том, что в 2022 году увеличилась сумма на бесплатные лекарства льготников, в том числе на лечение злокачественных образований. Классная новость, только эти лекарства назначают онкологи, которых в республике остро не хватает, и к ним очень сложно попасть на прием. Но Эльвира Пинчук об этом не пишет. Зачем этот негатив под фотографией в пиджаке Этро за 137 тысяч рублей? И нет, мы не перестанем подсчитывать, сколько Эльвира Пинчук тратит на роскошь. Сказки про 10 лет в бизнесе и мужа предпринимателя вы можете почитать в карманных СМИ. Мы же приводим факты. За 11 месяцев 2021 года клиники Эльвиры Пинчук получили 23 миллиона рублей из фонда обязательного медицинского страхования. Это официальные цифры от удмуртского ОМС. Мы получили их в ответ на наши требования проверить выделение средств клиникам Доктор Плюс на конфликт интересов. Знаете, что нам ответили? Решение о распределении средств принимает комиссия, а курирующий вице-премьер на это не имеет прямого влияния. В эти же дни не влияющая ни на что инстапремьер отдыхала на корпоративе Доктор Плюс, сети собственных клиник, к которым, по заверениям властей, она не имеет никакого отношения. Прямого влияния на фонд ОМС не имеет, отношения к сети собственных клиник тоже. Какой уж тут конфликт интересов. Недавно ответ на вопрос о нехватке врачей в Удмуртии Эльвира Пинчук начала со слов: «Это примета времени по всему миру». Так вот, у меня вопрос к знатоку общемировых примет Эльвире Пинчук и ее патрону Александру Бричалову. В каком правительстве мира возможно, что вице-премьер игнорирует реальные проблемы, не имеет влияния на ключевые вопросы, ни за что, в отличие от министра здравоохранения, не отвечает своей подписью, но при этом сеть клиник этого вице-премьера продолжает получать деньги налогоплательщиков, новых клиентов из-за сокращения объемов государственной медицины, новых врачей, которым платят копейки в госбольницах, и зарплату вице-премьера в придачу? Такое возможно только в Удмуртии, и нам это изрядно надоело. Мы продолжаем писать требования в органы, а вы помогайте нам распространять правду. Отправьте ссылку на это видео во все чаты, оставьте лайк и комментарий под ним, чтобы его увидело больше людей. Общественный резонанс – наше главное оружие в борьбе с беспределом. Это Иван Елисеев, Удмуртия против коррупции. Поддерживайте нас на платформе Patreon и подписывайтесь на наш канал, если вы тоже против. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В комментариях к нашим видео вы часто пишете, какая важная тема надо отправить в большой канал. К счастью, алгоритмы YouTube помогают распространять информацию еще быстрее. Когда вы во время просмотра видео нажимаете на кнопку «Подписаться», YouTube понимает: о, значит, в видео есть что-то интересное, и предлагает его другим пользователям. Чем больше подписок, тем больше людей узнают правду. Наше большое расследование о коллапсе в медицине только на YouTube посмотрели 35 тысяч человек, и 90% из них смотрели его без подписки. Если хотя бы половина из них подписалась бы, то YouTube предложил бы это видео еще десяткам тысяч людей. А видео с каналов с 10 тысячами подписчиков рекомендуется сотням тысяч пользователей. И мы очень близки к этой отметке. Поэтому давайте попробуем сделать очень простое действие. Нажать на кнопку «Подписаться» и на колокольчик. 2 секунды вашего времени, которые донесут правду до десятков людей. Очень на вас рассчитываю.